В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей субботы. С вами Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Не на ограничения, а напротив смягчения режима. Глава Якутии рассказал, в каком направлении будет двигаться политика региона в борьбе с COVID-19 на следующей неделе. Премьер Михаил Мишустин подписал ряд документов, направленных на социальную поддержку россиян. Первая неделя дистанционного обучения в Якутии подошла к концу, о ее итогах готовы рассказать наши корреспонденты. За минувшие сутки 3 человека вылечились от COVID-19, и у 3 анализы показали положительный результат. Таким образом, на лечении остается 6 человек, 13 пациентов полностью излечили от инфекции. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава региона. Состояние больных в Ленске и Алдане оценивают как средней тяжести. Также глава сообщил, что анализы супруги больного в Ленске тоже могут показать положительный результат, так как у нее наблюдаются все признаки болезни. Однако женщина добросовестно соблюдала режим самоизоляции, и ее состояние не угрожает здоровью других людей. Сейчас полностью уже выявлен круг лиц и по Ленску, и по Алдану, тех, кто контактировал с больными. У всех них отбираются анализы. И мы надеемся, что до конца сегодняшнего дня у нас будут результаты по Алдану. А уже ближе к завтрашнему вечеру, к вечеру воскресенья, у нас будут данные из Мирного, уже, через которые идут анализы ленские. Вот. Мы все-таки все те меры, которые сегодня приняты и в Ленском районе, и в Алданском районе по полной изоляции населения, они принесут свои положительные результаты, и мы не допустим дальнейшего разрастания очагов этой эпидемии. Вместе с тем, уже в ближайшие 2 дня будут доработаны вопросы о мерах, которые будут действовать в регионе с 15 апреля. Они направлены уже не на ограничения, а напротив, смягчение режима полной самоизоляции и режима изоляции в целом по Якутии. Я считаю, что с учетом той ситуации, которая у нас сегодня складывается, я, как уже говорил, особенности по нашим сельским территориям, по северным территориям, конечно же, нужно уже ограничительные меры, жесткие так, по ряду направлений уже снимать. Вот. Еще раз повторюсь, что сейчас самое главное для жителей так, это находиться дома, это соблюдать режим самоизоляции. Это помогает нам достигать хороших результатов. Вот на примере города Якутска мы это точно сейчас наблюдаем. Граждане ближнего зарубежья, прибывающие в Якутию, в обязательном порядке должны помещаться в обсерватор на 2-недельный карантин. Об этом глава региона СН Николаев также заявил на ежедневном брифинге по эпидемиологической ситуации. Что касается Алдана и Ленска, у жителей которых обнаружен коронавирус, Николаев оценил ситуацию как средней тяжести. Между тем, лаборатории Якутии по количеству проводимых тестов вышли на те параметры, на которые изначально ориентировался оперативный штаб. 2 дня назад они обработали 918 анализов, вчера 780. Это, по словам Николаева, полностью покрывает потребности региона. С чем это связано? Потому что сейчас в любом случае идет прибытие рабочей силы, неконтролируемой отчасти, не той, которая идет на вахты, не той, которая идет по приглашениям. Это в основном люди, те, которые когда-то здесь работали или иным образом, для того, чтобы обеспечить их безопасность и нашу безопасность, прежде всего принято решение об обязательном их размещении в обсервацию для того, чтобы карантинный 14-дневный период удержать. Меры поддержки субъектов малого предпринимательства представили на видеосовещании главы с представителями бизнес-сообщества и профильными ведомствами. Определен механизм получения отсрочки по налоговым платежам, снижению арендной платы до уровня оплачиваемых коммунальных услуг, предоставление кредитных каникул. Соответствующие меры реализуются в исполнении указа главы по первоочередным мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. На совещании говорили и о необходимости продолжить наращивать поддержку в части налоговых послаблений и поддержки индивидуальных предпринимателей. Глава поручил правительству подготовить соответствующий свод предложений для внесения в перечень первоочередных мер поддержки.
Компания «Алроса» по предложению главы Якутии передала региону тесты, способные ускоренно диагностировать коронавирусную инфекцию. Система тестирования, разработанная российскими медиками, отличается оперативностью проведения анализа и не требует нового оборудования. Метод выявления ДНК или РНК патогенных организмов, используемый в устройстве, является универсальным. Тесты в первоочередном порядке будут проводиться для лиц из группы риска, утвержденных регламентом Минздрава России и Роспотребнадзора. Свой вклад внесла и авиакомпания «Якутия». Она доставила средства защиты в регион. Сегодня утром пришел груз из средств индивидуальной защиты от компании «Дельрус». Груз доставлен авиакомпанией «Якутия» бесплатно в виде благотворительной помощи республике. Средства индивидуальной защиты приобретены по линии Минпромторга России за счет резервного фонда региона. Закуплено и доставлено более 390 тысяч медицинских масок, 3000 пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для врачей и персонала. Выписка штрафов во время режима повышенной готовности абсолютно законна. Об этом Айсен Николаев сказал в ходе прямого эфира в социальных сетях. В ходе трансляции один из пользователей соцсетей высказал мнение, что сотрудники полиции не имеют права штрафовать за нарушение режима самоизоляции и карантина. Глава Якутии обратил внимание, что сотрудники имеют право штрафовать даже без чрезвычайного положения. Так как сейчас действует режим повышенной готовности к ЧС, в рамках этого режима глава субъекта, как руководитель оперативного штаба, имеет право вводить определенные ограничения. А все решения приняты в рамках Кодекса об административных правонарушениях. В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района объявлен режим полной самоизоляции граждан. Соответствующий указ подписал глава региона. В населенном пункте нет случаев выявления больных коронавирусом. Решение является упреждающей мерой по противодействию распространению COVID-19. Нижний Бестях является крупным транспортным логистическим узлом Якутии, где соединяется железная дорога, федеральные автомобильные трассы и происходит большая миграция населения. Премьер Михаил Мишустин поручил изменить предельный размер займа для ипотечных каникул. Так, правительство страны приняло решение повысить предельный размер. Об этом говорили на заседании Кабмина по экономическим вопросам. Так, для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, соответственно, 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов Российской Федерации 2 миллиона рублей. Эти цифры были нами получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние 2 года. Также Мишустин подписал постановление о заочной инвалидности. Новые правила будут действовать до 1 октября этого года. До этого срока инвалидность можно будет оформить только онлайн. Он отметил, что ни на какие экспертизы ездить не нужно. Группы инвалидности автоматически продлят тем, кому она уже присвоена. Новые правила распространятся на детей и взрослых. Постановление о выдаче листов нетрудоспособности в связи с ограничительными мероприятиями для категории граждан от 65 лет подписано правительством страны. Это будет актуально для тех, кому 65 лет исполнилось по состоянию на 6 апреля этого года. Механизм выдачи больничных листов упрощен. Самому никуда идти не нужно. Все необходимые процедуры будут проводиться непосредственно с работодателем. В свою очередь, работодатель должен предоставить в электронном формате реестр на выплату этих пособий. Размер выплаты зависит от стажа. Если человек работает более 8 лет, то это 100% заработка. Правительство Российской Федерации утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше. Временные правила распространяются на работающих лиц, которые соблюдают режим самоизоляции. Эти правила не распространяются на лиц, работающих на удаленных рабочих местах и находящихся в отпуске. Работодатель должен проинформировать работников категории 65 лет и старше и передать реестр указанных лиц в региональное отделение. На основании поданных сведений будет оформлен листок нетрудоспособности на каждого заявителя в электронном виде онлайн. Данный листок будет оформлен одномоментно на период с 6 по 19 апреля 2020 года.
Весенний призыв в Якутске перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил военный комиссар столицы региона Афанасий Захаров. Напомню, призыв на срочную службу должен был начаться с понедельника 13 апреля. В связи со сложившейся эпид-обстановкой в городском военкомате принимают меры предосторожности. У входа призывников должны были встречать сотрудники с дезинфицирующими средствами. Организована была дезинфекция помещения, а также необходимо было обеспечить дистанцию между призывниками. В весеннем призыве должны были принять участие более 3500 молодых людей. Хотел бы попросить граждан, включенных в списки, 13 числа на призывной пункт городского округа город Якутск не приходить, а оставаться дома. Наши работники будут каждому призывнику, который должен был явиться, с ним выходить на связь и доводить о проводимых мероприятиях. Мошенники, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают приобретать брошюры с информацией о профилактике коронавируса. При отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия. Управление Роспотребнадзора по Якутии сообщает, что телефонные звонки или сообщения от имени сотрудников санитарной службы с различными требованиями материального характера являются преступными. В случае возникновения подобных ситуаций необходимо обратиться в правоохранительные органы для привлечения их к уголовной ответственности. Первая неделя дистанционного обучения в Якутии подошла к концу. О ее итогах готова рассказать Саргалана Неустроева. Первые дни дистанционного обучения навели небывалый ажиотаж не только среди учеников, но и родителей и учителей. Несмотря на, казалось бы, всю подготовку к ДО, без форс-мажоров не обошлось. Тут и проблемы с перегрузкой серверов, длительной авторизацией и нехваткой необходимой техники. Конечно, первые дни были такие некоторые технические сложности, связанные с корректной работой микрофонов, с организацией режима трансляции, где-то были перебои с сетями интернет. Но в течение недели, работая, решая различные сложности, большую часть проблем мы, во-первых, решили, во-вторых, данный инструмент наши учителя освоили. Кроме того, родители и ученики были изрядно обеспокоены проведением предстоящих экзаменов. Многие задавались вопросом, будет ли изменен формат их сдачи и каким образом будет проходить подготовка. На это Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия ответило следующим образом. Мы приняли решение продолжить обучение школьников. Надо сказать, что 11-классники будут сдавать единый государственный экзамен в сроки, установленные Министерством просвещения, а именно с 8 июня. А 9-классники будут сдавать ОГЭ в сроки, согласованные с Рособорнадзором, также в июне. А тем временем в интернете набирали обороты посты недовольства системой дистанционного образования. То заданий много, то родители якобы стали выполнять работу учителей. Но есть и такие, кто вполне осознает всю серьезность ситуации. Говорить о том, что надо все отменить, наверное, я считаю, что это рано. Пусть дети будут чем-то заняты. Здесь наш процесс обучения, где тебе и учитель дает информацию, и, наверное, дети также благодаря дистанционному обучению они учатся работать самостоятельно. Как бы то ни было, по словам начальника управления образования города Якутска, назвать первую неделю дистанционного образования провальной нельзя. Система обучения достаточно гибкая и позволяет проходить учебную программу даже офлайн. Нам ежедневно поступало от 40 до 20 звонков. Последние дни уже тревожность отпала, и в основном звонки были по распределению сухих пайков. В целом отметим, что скорость интернета у нас в городе неравномерная, и поэтому вызывает сложности связи неустойчивые. Поэтому если в первые дни было детей в онлайн-режиме около 40 тысяч детей, то около 4 тысяч детей перешло в офлайн-режим. В принципе, мы работу в части расширения каналов проводим даже на спутниковом сегменте. Мы на спутниковом сегменте договорились, что тоже увеличить скорость. Я вчера разговаривал с заместителем министра Олегом Анатольевичем Ивановым связи Российской Федерации. Сейчас работаем с ГПКС, чтобы и на спутниковом сегменте нам расширили каналы. Ну и, конечно, самая важная новость, то, что мы с Ростелекомом подписали договор буквально на прошлой неделе. Будем строить большой дата-центр в республике.
По итогам неделя показала себя достаточно сложной как в техническом, так и в моральном плане. И все же стоит понимать, что это необходимые меры для безопасности не только детей и родителей, но и тех, кто отвечает за умственное, нравственное и духовное развитие ребенка – учителей. Саргалана Неустроева, Якутск. Глава Якутии сегодня по видеозвонку поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Василия Кузнецова. Из истории. Получив повестку в 1944 году, он прошел путь от монгольских степей до границ Манчжурии. Далее, уже в родной Якутии, поступил на службу в органы внутренних дел. За 27 лет прошел путь от участкового уполномоченного милиции до начальника инспекции ГУВД. Сегодня ему исполнилось 94 года, и, несмотря на свой почтенный возраст, ветеран бодр и сохраняет ясный ум. На вопрос Николаева, получил ли ветеран медали от президента страны, ветеран ответил, что получил. Вручили 3 награды. С днем рождения! Спасибо. Я хотел бы выразить вам благодарность за ваш труд, за ваш жизненный подвиг, за то, что благодаря вам и миллионам наших соотечественников у нас была великая победа. Ну и, конечно, жаль, что из-за эпидемии вируса не могу лично вас поздравить. Спасибо. Ну, берегите себя, здоровья тогда вам еще раз. Вот, всего самого хорошего. Большое еще раз спасибо. Это были главные новости уходящей субботы. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий, держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.